Пока решается вопрос о присвоении Алдану нового статуса, в самом городе вручили потерянную награду. 70 лет понадобилось, чтобы удостоверение о награждении Павла Кошелева орденом Красной Звезды доставили по адресу. На церемонии вручения награды побывал Руслан Павлов. 70 лет понадобилось, чтобы награда нашла своего героя. Удостоверение о награждении орденом Красной Звезды участника Великой Отечественной войны Кошелева Павла Григорьевича вручил его дочери военный комиссар Алданского района. Орден был присвоен еще в 1945-м, но Кошелев почему-то его не получил. Нашлась Красная Звезда случайно. Занимаясь восстановлением наград отца, утраченных при пожаре, Лидия Павловна Каратаева в один прекрасный день получила неожиданное письмо. В апреле месяце я получаю письмо из Подольска, из архива, где написано, что отец был награжден, орденом Красной Звезды. Письмо здесь есть, но не указано, где, что в военном билете, возможно, это было. И эта награда не вручена. И мы, тогда я обратилась сюда, если не вручена, значит, она где-то лежит, чтобы ее передали. 2 года длилась эта переписка. Переписка с различными архивами и ведомствами велась 3 года. И в канун празднования 70-летия Победы орден Красной Звезды заслуженно вписан в историю семьи участника и ветерана войны Павла Кошелева. Справедливость восторжествовала, был найден наградной лист, да, и действительно орденская книжка за подписью президента Российской Федерации Владимира Путина вручена именно как награжденному, да, орденом Красной Звезды. В этот день вспоминали и об алданцах, погибших, защищая Отечество в современных локальных войнах на Северном Кавказе. Родственникам Игоря Зайцева и Виталия Сисьменева были переданы книги памяти, в которых увековечены имена ребят. К сожалению, мир в наших домах сохраняется ценой жизни солдат, но они будут с нами, пока жива память о их подвигах. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.